Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его было решено отложить до лучших времен. И вот, наконец, эти времена, можно сказать, настали. До общероссийского дня голосования остается чуть меньше месяца. Оно будет проходить в течение 7 дней с 25 июня по 1 июля. Сделано это для того, чтобы избежать большого столпотворения. Ведь по правилам голосовать на участках смогут только от 8 до 12 человек в час. Жители нашей республики, они примут участие в этом голосовании. Те поправки, которые вносятся, они направлены, прежде всего направлены на укрепление нашей государственности, на укрепление семьи, на создание дополнительных условий для детей, молодых семей. Все эти вопросы, они находятся направлены только на то, чтобы улучшить нашу жизненную ситуацию. Поэтому я думаю, что надо поддержать и посмотреть, прийти. Ну, во всяком случае, прийти и высказать свое мнение. Все участковые избирательные комиссии начнут работу где-то 25 по этому голосованию. Будет определено время, порядка 4 часов в день, чтобы в этот период они могли прийти. Ну а 1 июля голосование пройдет в привычном для избирателей формате с 8 утра до 8 вечера. Это будет последний день, когда избиратели смогут сделать свой выбор, и поэтому он будет нерабочим. Общероссийское голосование пройдет как на избирательных участках, так и на дому. И, конечно же, соблюдая меры безопасности. В жилые помещения члены избиркомов не зайдут, а контролировать весь процесс будут наблюдатели. Выездные комиссии приедут не только к маломобильным гражданам, но и к тем, кто ухаживает за тяжело больными людьми или же нянчат детей. Все для того, чтобы, несмотря на неблагополучную эпидобстановку, каждый желающий смог поучаствовать в определении дальнейшего развития страны. Эпидобстановка, она действительно внесла свои коррективы, но тем не менее республика, федеральный центр принимает беспрецедентные меры, чтобы обеспечить безопасность тех людей, которые будут участвовать в голосовании. Тем, кто собирается прийти на избирательный участок и проголосовать, за свое здоровье волноваться не стоит. Потоки голосующих будут по возможности разделены. Вход и выход будут в разных местах. Передавать паспорт в руки члена избирательной комиссии не придется. Достаточно показать на расстоянии. А в самих кабинках для голосования не будет шторок, чтобы уменьшить риски заражения. Каждого участника голосования перчатки, маски. У него будет индивидуальная своя ручка, пакет получит, вот на входе прямо сразу получит пакет, где будет перчатка, маска, ручка, все, что салфетка антисептическая, чтобы если что там. И вот такие возможности. На входе, в случае если что, мы можем проверять температурный режим, насколько у человека температура там и так далее, опасно ли ему находиться в общественном месте. Поправки в основной закон страны будут приняты только в том случае, если на единственный вопрос, вы одобряете поправки в Конституцию или нет, более половины избирателей ответят «да». Поэтому каждый вправе сделать свой выбор. Тамара Хшагульгова, Новости 24.